Школа номер 1 уже красуется на одном из холмов селения Верхние Очулки. 3000 квадратов, 5 блоков, 3 этажа и порядка 50 учебных кабинетов, пищеблок, спортивный и актовые залы. Словом, здесь есть все, что обеспечит комфортное пребывание детей в образовательном учреждении. Строительство объекта на финишной прямой. Начато прошлым летом, рабочие возвели монолитную конструкцию, установили стеклопакеты, провели всю коммуникацию и облицовку. Сейчас заканчивают внутреннюю отделку. Некоторые виды работ приостановлены из-за сильных холодов. Бог значит, наружные сети шияться только. Но, значит, воду мы подвели, наружные сети сделали. Значит, вода уже в здании. Электрику мы трансформатор на подстанции запустили. Значит, у нас проблемы с газификацией, наружными сетями. До, значит, границы территории проект Елжетха сбол хабяб, говорит, пошаут, обвязка я, хотя 1200 метров газопроводит, цена проекты я гаят, финансировать дядаться. Проект я жбал в ценах, там метров 100, очемила из труба, ну, хагяне газ. Мы процентов 90-95, она будет к 1 числу готова. А остальное? А остальное тепло дадим, ну, 24 часа в сутки можно работать, где-то от силы недели останется там работать. Уже на днях планируют провести газ в школу, тогда и начнут шпаклевать стены. Благоустройство территории тоже в самом разгаре. Здесь будет большое футбольное поле, несколько спортивных площадок и игровые зоны. По благоустройству, значит, мы стадион уже подвели под более 90%, ну там осталось резиновое покрытие сделать. Остальное все там сделано. Значит, брусчатка аюлыждахтва, как вы сейчас видите, бордюр устанавливаем. Сейчас буквально, вот мы даже не можем сейчас вывести инертные материалы с карьеры из-за этого, из-за гололеда. Буквально, ну, недели-две мы закончим благоустройство. Мы еще завезли, значит, малые архитектурные формы на игровые площадки, 100%. Их завезли, лифты завезены. Значит, внутреннее оборудование где-то на процентов 70 тоже завезено. Это оборудование, столы, стулья, значит, вот это все. Это третий соцобъект в селе, который строится по национальному проекту образования. Поэтому за качеством работ особый контроль со стороны управления капитального строительства. В ходе строительства возникают замечания, мы им делаем устные замечания, они по ходу строительства устраняются. Но если доходит до того, что замечания устранены, приходится писать письма, делать отметки в журнале. Но до этого у нас не доходит. К счастью, подрядчик добросовестный. Любой материал, который привозится на строительный участок, проходит входной контроль. Предъявляется сертификаты качества, любой материал, это независимо от шпаклевка или мебель, все, что завозится, проходит входной контроль. Здесь все? Здесь все на данном этапе строительства у нас соответствует. Весь материал, который завезли, это сертифицированный материал. Всего в сельском поселении Верхние Очулки функционируют 2 школы общей вместимостью 550 мест. Им приходилось работать при нагрузке более 2000 детей. Сейчас на территории села возводят 2 школы на 720 и 1 на 480 мест, тем самым сокращая дефицит образовательных учреждений села в 2500 мест. После чего можно с уверенностью сказать, что наш проект, направленный на ликвидацию двухсменного режима, успешно реализуется в Верхние Очулки. На должном уровне организовать образовательный процесс так, как хотелось бы, не получается. В связи с тем, что нет помещений, не хватает посадочных мест, организовать и дополнительное образование, и различного рода кружки, секции, подготовка к экзаменам. А в последнее время у нас в регионе, как и по всей стране, огромное внимание уделяется организации дополнительного образования. А чтобы организовать дополнительное образование, требуются и условия, и помещения. Конечно, мы пытаемся выходить из положения, но вот на должном уровне вести эту работу не получается так, как хотелось бы нам. Поэтому в связи с введением в эксплуатацию данной школы, эта проблема, она будет все-таки, наверное, исчерпана. Залина Аушева, директор новой школы, стройплощадку старается посещать как можно чаще. Сама следит за качеством строительства. Как делится Залина, этого открытия ждет каждый преподаватель и школьник, так как учиться им приходится в тесноте и без необходимого оборудования. Конечно, это огромный подарок, большой подарок для жителей нашего села, потому что в такой школе учиться, наверное, это все-таки огромное удовольствие для работников школы, так и для учащихся.
Здесь также созданы и комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, что это очень важно на сегодняшний день. Есть дети, к сожалению, с ограниченными возможностями здоровья. Всего в республике на сегодняшний день более 80 тысяч школьников. Проектная мощность образовательных учреждений 58 тысяч мест. Чтобы покрыть дефицит посадочных мест, в регионе необходимо построить еще около 40 школ по 720 мест. В настоящем году в Республике Ингушетия в рамках национального проекта образования должно быть введено в эксплуатацию 14 организаций общего образования. И также в рамках национального проекта «Демография» должно быть введено 8 дошкольных образовательных организаций. На будущий год мы планируем сдать уже в эксплуатацию 11 школ и 13 детских садов. А уже в 2024 году 6 общеобразовательных организаций. Мы планируем, конечно, перейти на односменный режим обучения, да, но опять же в планах такое есть, но все зависит от того, именно с ежегодным приростом, да, учащихся. Сложно спрогнозировать, какой именно будет прирост, но, по крайней мере, работа в этом направлении ведется. Так как до конца 2024 года задачу по ликвидации двухсменного и трехсменного режима в республике из-за большого прироста населения не удалось в полной мере реализовать, нацпроект образования планирует продлить до 2030 года. Адам Гулоев, Ахмед Горбаков, Новости 24.